На ТНВ «Время новостей Татарстана», в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. Ждать не приходится. Даже прошелся по тем участкам, на которые у нас не хватило денег. Жители микрорайона Подсолнухи начали сами класть дорогу, но не дождутся воды и газа. Кто им поможет, узнал Рамиль Шайдулин. Пенная вечеринка. Скотина эту воду любит. Она соленая, но она недопустима для животных. У меня, например, скотина поумирала. Почему река в Нижнекамском районе вспенилась, разбирался Сергей Хайдаров. Рабочая перестройка. В дальнейшем я могу сочетать две профессии. Как в Татарстане нацпроект помогает увеличить производительность предприятий, увидел Рамиль Галиулян. До чего, а точнее до кого техника дошла? Закупка и поставка данной техники будет очень хорошей помощью нашим лесовым. Как современная техника поможет сохранить леса и станет ли для нее препятствием бездорожья? Об этом Алия Хайруддинова. Между Казанью и Тюменью хотят запустить прямые авиарейсы. Сегодня в Казанском Кремле Рустам Минниханов встретился с делегацией Тюменской области во главе с ее губернатором Александром Моором. Этот визит, по сути, стал ответным. В июне этого года в Тюмени был президент Татарстана. Тогда было подписано соглашение о сотрудничестве между регионами. Тюменский губернатор также рассказал, что видит большой исторический и туристический потенциал в Казани, и теперь у него есть повод приехать сюда вместе с семьей. Мы видим, что потенциал наших регионов не раскрыт. 14 миллиардов товарооборот двух этих крупных регионов – это немного. У нас есть огромный потенциал, эти цифры это значительно увеличить. Первое, что мы для себя подчеркнули, это опыт создания особых экономических зон, создания промышленных парков, индустриальных площадок. Безусловно, здесь скажу точно, что Республика Татарстан лучший и имеет наибольший опыт. В Татарстане планируют открыть киностудию нового цикла и комплекс по переработке органических отходов. Такие проекты сегодня одобрили на заседании Инвестиционного совета республики. Совещание провел Рустам Минниханов. На встрече также поддержали предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов. Их получили компании, которые достраивают проблемные дома обманутых дольщиков, а также промплощадки в Зеленодольске и Сабинском районе. Расцветут ли подсолнухи? Жители одноименного микрорайона вблизи Челнов наконец-то дождались помощи. Здесь по поручению райисполкома техника вышла выравнивать дорогу и начали прокладывать газопровод. Напомним, речь о поселке, жители которого еще летом рассказали о своих проблемах на прямой линии с президентом России. Рамиль Шайдулин продолжит тему. Этой машины от исполкома района в Подсолнухах ждали еще с лета, но и сейчас она как нельзя кстати. Еще немного, и бульдозер доровняет дорогу и утрамбует щебень, который жители купили сами. Бульдозер оказался очень мощный, и вот он эти дороги, даже которые мы самостоятельно выровняли, утрамбовал нам еще лучше, и даже прошелся по тем участкам, на которые у нас не хватило денег. Еще летом почти все сбережения жители пустили на щебень, сами купили и завезли камень, чтобы как-то справиться с бездорожьем. Тогда-то власти и пошли навстречу. Пустив технику, обещают помочь и с благоустройством. Стоимость этих дорог около 3,5 миллиардов рублей. Сейчас, на сегодняшний день, управление государственной экспертизы проводит оценку этой стоимости работ. То есть вот эта работа начата. Другая острая проблема – вода. Водопровод, который начали тянуть еще 2 года назад, охватил только пару улиц. Да и им пользоваться пока нельзя. До сих пор Азмушкинское сельское поселение не передало на баланс ООО «Коммунальные сети Татарстан» эти водопроводы, центральные водопроводы, которые у нас проложили в поселке. Поэтому у нас нет ни воды, до сих пор у нас нету. Сейчас ведется проектирование водовода до населенного пункта Белоус фондом газификации республики при Республике Татарстан. И Подсолнухи тоже предполагается подключение к этому водоводу. Ожидается, что воду будут проводить в 3 этапа. Газ уже проводят. А вот с дорогами все еще сложно. Даже в программе самообложения здесь пока мало смысла. Построены не все дома. С этим вопросом намерен обратиться к президенту республики. Рамиль Шайдулин, Виктория Евсеева, Любовь Захарова, Ильнур Мустафин, Андрей Буслаков, ТНВ, Тукаевский район.
В Челнах обманутые дольщики нашли необычный способ поблагодарить президента республики Рустама Минниханова за решение их проблемы. На фасаде дома 6510 появился большой плакат «Спасибо, Рустам Нургалиевич, обманутые дольщики». 119 семей ждут завершения строительства много лет. В этом году компания «Евростиль» взяла за строительство объекта и потратит на это 213 миллионов рублей. Сдача дома запланирована уже в первой половине следующего года. Пенная вечеринка, больше напоминающая экологическое нарушение. В Нижнекамской деревне Иштерекова местная речка окрасилась в белый цвет, а вода покрылась пеной, которая разлетелась по окрестностям. Наши корреспонденты побывали на месте ЧП и узнали, чем это грозит. Эта река идет в Зай, ее пьет крупный рогатый скот. Здесь летом иногда бывает купаются дети. Вот такая пена у нас летает. Это нормально. То, что это считается нормальным, у местных это сарказм. Если раньше люди только подозревали, что в воде есть примеси, то эта пена развеяла все сомнения. Достать камеру и снять решил местный житель. Думал, быстро развеется, но к вечеру пены стало только больше. Дышать тяжело уж. Голова болит. Неприятный запах ветер доносит до самой деревни. Как говорят, к химическим запахам в воздухе здесь привыкли. Но вот ЧП с водой... Скотина выгоняет сюда, местные жители. Если она отсюда проходит, она обязательно попьет эту воду. Анализы воды приехали брать специалисты сразу двух ведомств – Минэкологии и Росприроднадзора. Присутствовал и представитель Нижнекамскнефтехима. Правда, от общения отказался. За забором находятся буферные пруды этого предприятия. Они предназначены для очистки сточных вод. Есть право и на сбросы в реку Тунгуча, но у каждого разрешения свои нормативы, говорят экологи. Визуально видно, что да, имеет место быть наличие пены, тут никто не отрицает. Единственное, сейчас перед Нижнекамскнефтехимом поставлена задача, чтобы они выявили у себя, где вот это все происходит. И наша задача либо установить факт наличия превышения установленных нормативов, либо факт отсутствия превышения. Пробы воды отправили в лабораторию. Там должны определить, есть ли какие-то примеси и откуда могла появиться пена. Сергей Хайдаров, Дмитрий Аринин, Александр Комаров, Марсель Джураев, ТНВ Нижнекамск. Татарстанская УФАС возбудила дело против регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами УК ПЖКХ. Повод – жалобы от компаний. Чем возмущены бизнесмены? Об этом читайте в интернет-газете «Реальное время». Поставили профилактику на вынужденную паузу. В Челнах закончились вакцины от гриппа. Горожане говорят, больше недели не могут сделать прививки. Сегодня вакцины нет ни в одной поликлинике Автограда. Связывают это с тем, что жители в этом году проявили особую активность. На сегодня привили более 177 тысяч человек. Когда поступит следующая партия, пока неизвестно. Увеличить зарплату и получать больше прибыли без многомиллионных вложений. Добиться этого помогает федеральная программа «Производительность труда и поддержка занятости». В Татарстане в проекте участвуют 32 предприятия. 2 из них в Зеленодольске – это завод имени Горького и Серьго. Чего уже удалось достичь и что планируется в перспективе, выяснил Рамиль Галиуллин. Защитная маска, проверка оборудования и металл готов плавиться в их руках. В этом учебном классе Горьковского судостроительного завода проходит переобучение слесари и крановщики. Трубопроводчик Руслан Нуруллин теперь осваивает профессию сварщика. Это же для нас в дальнейшем это все пригодится. Даже если мы не будем работать на этом предприятии, я уже буду востребован в другом. Сварщик, стропольщик, кровельщик. Переобучение на эти и другие специальности на предприятии проходит в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Новую профессию на себе сегодня опробовала и Ильмира Зарипова. На троечку, что ли? На троечку наварили. Парты, тетради и преподаватель. Только ученики здесь совсем не дети, а работники завода имени Серго. На соседнем предприятии курсы проходят профсоюзные активы. Они должны, донести в своих подразделениях те требования, те необходимые знания в свои уже подразделения. Сегодня на предприятии обучение проходят 120 работников. Еще 50 человек его уже завершили. Занятия проходят по нескольким программам, среди которых управление производством, эффективность персонала и охрана труда.
Главная цель нацпроекта – повышение производительности предприятий, а значит получение прибыли и увеличение зарплат. В программе участвуют более 30 компаний республики. На его реализацию Татарстану выделено 134 миллиона рублей. Этот проект по производительности труда дает возможность как раз переобучить под новые требования своего производства тех работников, которые работают на том или ином предприятии. И это, конечно же, удобно для самого работодателя. И учитывая, что обучение зачастую проходит и без отрыва от производства, это удобно и для работников. Сегодня новую профессию в республике освоили 1700 специалистов. До конца года переобучение пройдут без малого 4000 человек. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Зеленодольский район. Смотрите новости Татарстана и вот о чем далее. До чего, а точнее до кого техника дошла? Закупка и поставка данной техники будет очень хорошей помощью нашим лесовым. Как современная техника поможет сохранить леса и станет ли для нее препятствием бездорожье? Об этом Алия Хайрудинова. Как в зенице ока. Температура поддерживается плюс 16-18 градусов. В Казань прибыли картины западных художников для выставки Эрмитажа. О том, как везли эти хрупкие шедевры, Рамиль Шайдуллин. Очередное заседание Госсовета Республики состоится 23 октября. Такое решение приняли сегодня члены Президиума. На повестке 19 вопросов. Так планируют провести правительственный час по проблемам мусорной реформы. Некоторые изменения ожидаются в экологическом кодексе и в законе о профилактике наркомании. Среди главных вопросов сессии – бюджет будущего года. Его проект депутаты рассмотрят в первом чтении. Проще этот бюджет реализовать, чем, скажем, в 2019 году не будет. Он связан со многими факторами формирования бюджетов в муниципальных районах и городах. В целом влияние внешнего фактора на экономику Республики Татарстан и тех параметров, которые мы обязательно должны учитывать, которые спускает нам федеральный бюджет и федеральный центр, имея в виду по госдолгу, по гашению его, по ряду других нормативных документов. Проект напряженный, но реальный и социально ориентированный. В Казани зарегистрировались более 10 тысяч самозанятых, которые принесли в бюджет 10 миллионов рублей. Такие цифры сегодня озвучили во время 36-й сессии Казанской городской думы. Мэр столицы отметил, что пока зарегистрировалась только 10-я часть самозанятых в Казани. Необходимо думать, как их пригласить. Как сообщил заместитель руководителя исполкома, Татарстан находится в лидерах по количеству самозанятых среди всех пилотных регионов. Однако на сером рынке труда работают пока порядка 120 тысяч человек. Как отметил президент Республики Татарстан Рустам Гагаевич Минниханов на недавней встрече с предпринимателями, нужно кардинально менять отношение к предпринимателям, его проблемам. Каждая проблема должна найти пути решения. Сегодня уже прозвучали в докладе и в выступлениях, что уходят на задний план те вопросы, которые мы с вами предметно работали 2 последних года: оказание финансовой поддержки, совершенствование нормативно-правовой базы. Лесохозяйственная техника на 13 миллионов рублей. Сегодня в селе Высокая Гора сертификаты на спецтехнику получали лесничество. Все машины приобретены за счет федерального и республиканского бюджетов. Сеялки, культиваторы, плуги, которым и бездорожье нипочем, увидела Алия Хайрудинова. Ну, Мензелинский лесов сейчас больше станет. Так радуется директор Мензелинского лесхоза. Им в помощь новые сеялка и культиватор. Территория в 71 тысячу гектаров требует постоянного ухода. У нас 6 подразделений. Вот, например, на одно участковое лесничество уже обеспечено, можно сказать. И таких 30 лесхозов. Сабинскому сразу и плуг, и культиватор, и лесопосадочный агрегат. Радуются. Ведь такой технике любое бездорожье по зубам. Да и экономия человеческих ресурсов налицо. Ежегодно 1600 гектаров овражно-болотных насаждений сажаем. Вот эти техники, которые мы получали, они уж как модифицированные, хорошие агрегаты. Вот так выглядит современный лесопосадочный агрегат. Здесь предусмотрено место для 2 работников. Вот в этих ящиках будут сами лесопосадочные материалы. И благодаря этому агрегату весь процесс засева автоматизирован. 8 миллионов рублей из республиканского, без малого 5 из федерального бюджетов. Так реализуется региональный проект сохранения лесов в Татарстане и нацпроект «Экология». И это только начало. Нам нужно еще обновиться. Я думаю, мы еще 40% только обновили. Нам нужно еще обновлять, потому что
Во-первых, и по породному составу есть все-таки свои различия, и по почвенной принадлежности. Реализация проекта по сохранению лесов рассчитана до 2024 года. Главная его цель – 100% восполняемость лесов. К весне уже заготовлено более 30 миллионов саженцев и 11 тысяч килограммов семян. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Высокогорский район. Рассчитывать не только на технику, но и на поддержку со стороны правительства могут передовые регионы. Напомним, премьер Дмитрий Медведев предложил поощрять субъекты, успешно реализующие мероприятия по охране лесов. Об этом он сказал на совещании по исполнению поручений президента и правительства. По словам премьера, положительная динамика сейчас в Кировской и Тульской областях, Чувашии и в Татарстане. Таксист-интеллигент, таксист-психолог, таксист-навигатор. Они не просто доставляют клиентов, но и всегда поддержат беседу и разделят печаль. Сегодня в Казани выбирали лучшего водителя такси. Он будет представлять Татарстан на российском конкурсе. Кому готовы заплатить 3 счетчика, с лучшими пообщалась Юлия Муратова. Раз, два, три, поехали. На старте 20 водителей. Задание на скорость и маневры. Один из участников – Марат Сабитов. В таком образе увидишь не каждого таксиста. Отглаженная рубашка, начищенные ботинки, а клиентам особый подход. Здравствуйте. Моя пассажирка? Да. Здравствуйте, меня зовут Марат. Меня Юля. Присаживайтесь. Интеллигент. Осторожно, осторожно, здесь сегодня протерто. Присаживайтесь. Таких водителей называют чистюлями. В салоне, как правило, не пылинки, а дорога всегда с максимальным комфортом. За комфорт клиентов переживает и Тахир Парпиев. Если кто-то недоволен, все сказывается на рейтинге. Оценка от клиентов 5 звезд для него как личное спасибо. Водители не знают, поставил ли ему 5 звезд клиент, либо одну. Мы видим только рейтинг свой. А Луиза Бодреева не просто таксист, но и тонкий психолог. Говорит, в дороге не раз видела и смех, и слезы. Не только доставит до места, но и поможет пассажиру советом. Кого-то из больницы забираем, кого, как говорится, откуда бы ни было, у каждого своя жизнь, своя история. Он открывает свою душу, ему легче становится. Зеркала неудобные, машины неудобные. Алексей Ширяев уже умудрен, знает, каким должно быть удобное авто. У таких в машине кондиционеры и сиденья с подогревом. Поговорить мужчина тоже любит, особенно с клиентами-интеллектуалами. Когда клиент садится и в телефоне, или в наушниках, это уже неинтересный клиент. Поэтому молчишь так же и работаешь, и едешь. Здравствуйте. Давайте проедем на улицу Баум, но только не по центральной улице, а вот, в общем, я покажу вам по дороге, как лучше. Да, я город знаю хорошо, проедем быстро. Некоторые водители, как самые настоящие навигаторы, город знают как свои 5 пальцев, и подсказки у них вызывают только удивление. Татарстан на всероссийском конкурсе представит только один победитель. Им стала Луиза Бодреева. Именно она и поедет в Сочи на финал конкурса. Юлия Муратова, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Матисс и Пикассо уже в Казани. Сегодня в центр Эрмитаж Казань привезли шедевры мирового искусства. Картины и скульптуры крупнейших художников Франции, Италии и Германии. Работы Пабло Пикассо, Анри Матисса и других мастеров начала 20 века. Их представят публике в дни Эрмитажа. А пока картины только привыкают к новой обстановке. Как увидел Рамиль Шайдулин. Их подвозят максимально близко, а выгрузка идет предельно слаженно. В этих непримечательных с виду боксах оригиналы картин Пикассо, Матисса и другие шедевры мирового искусства. Некоторым из этих картин больше 100 лет, поэтому понятно, что даже сохранить их было сродни подвигу. Поэтому к транспортировке здесь подходят крайне ответственно. Например, внутри этих кейсов специальная мягкая обивка, а внутри постоянный температурный режим. На каждой машине по 2 климатические установки. То есть температура поддерживается плюс 16-18 градусов. Примерно такая же температура сейчас и внутри коробов. Чуть больше внутри Казанского Эрмитажа. Поэтому пока картины остаются нераспакованными. Ящики должны немножечко отстояться в наших залах, привыкнуть к нашему климату, чтобы не было перепадов температурно-влажностного режима. В Казань привезли бесценные экземпляры. Это всегда ответственно и порой рискованно. Например, эти картины везли примерно сутки из Петербурга в военном сопровождении. Теперь
Теперь картины прибыли, но у работников музея есть еще время подготовиться к предстоящей выставке. Она будет посвящена искусству Западной Европы до 40-х годов. Картины разместят в 5 залах. Выставка продлится долго, по 24 мая. Я думаю, что практически у всех жителей нашего города и гостей будет возможность увидеть этот замечательный проект Государственного Эрмитажа у нас в Казани. Зрителям покажут работы Пикассо, Шагала, Матисса и многих других авторов. Первый показ 24 октября. Тема дня – европейский авангард. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. «Дракон» добрался до Татарстана. Сегодня в Качаловском большая премьера. Впервые на этой сцене пьеса классика драматургии Евгения Шварца. «Дракон» появился на свет в 1943 году и был запрещен после первой же репетиции. Каким он стал в интерпретации Александра Славутского? На премьере сейчас работает наш корреспондент Сергей Хайдаров. Сереж, добрый вечер. Расскажи, оправдывает ли премьера ожидания зрителей? Да, здравствуй, Леш, добрый вечер. Что ж, действительно, прямо сейчас я нахожусь в Качаловском театре, в холле, а не в зрительном зале, для того, чтобы не испортить ту камерную атмосферу, которая царит во время долгожданной премьеры легендарной пьесы «Дракон». Немного расскажу о истории этой пьесы. Она была написана в 1943 году, кстати, уроженцем города Казани, известным советским драматургом Евгением Шварцем. И в те военные годы этот спектакль сразу после первой генеральной репетиции был запрещен. Его назвали антисоветским, его даже называли вредной сказкой для советских граждан, которую тем не стоит смотреть. И спустя 20 с лишним лет, уже, к сожалению, после смерти автора, театральные подмостки увидели наконец-таки «Дракона». После того он просто фурор произвел во всем российском театральном мире. Вообще это история-сказка о рыцаре Ланселоте, который считает долгом своей жизни избавить город от 400-летней власти дракона. Конечно же, сегодня эта история немножко приобрела другие очертания, потому что ее поставил Александр Славутский. Он свой взгляд, так скажем, применил, и немножко по-новому версия «Дракона» выглядит на казанской сцене. Кстати, с автором, с режиссером нам удалось пообщаться буквально до начала этого спектакля. Это большая удача. Давайте услышим, что же нам сказал Александр Славутский, и увидим эксклюзивные кадры с премьеры. Я и дракон для себя, и Ланселот прежде всего, и бургомистр, и прежде всего народ. Я себя не отделяю. Поэтому каждый человек должен увидеть себя. И моя главная задача была, чтобы после спектакля зритель сказал: елки-палки, это ж про меня. Никто не пробовал драться с ним. Последние 200 лет нет. А до этого с ним часто сражались. Но он убивал всех своих противников. Убивал. Он удивительный стратег. Да, ну что ж, как нам стало известно, около 2 месяцев команда театра готовилась к сегодняшней премьере. И вот, наконец-то, сегодня огромное количество зрителей, которые сейчас находятся в зале, могут увидеть результаты этих трудов, результаты этой работы. Но если вдруг даже и вы не смогли попасть на сегодняшнюю премьеру, то не расстраивайтесь. Нас впереди ждут еще 2 премьерных показа, которые состоятся 20 и 22 октября. Что ж, на этом у меня все. Леш, слово тебе. Спасибо, Сергей. Ну а мы продолжаем театральную тему. Румыны не забудут, как их покорили однажды летним днем. После спектакля Камаловского театра в Бухаресте зрители еще долго не расходились. Казанский коллектив выступил на европейской сцене в рамках международного театрального фестиваля. Как румыны оценили татарское звучание пьесы норвежского автора? Сразу после представления выяснила Люция Нутфулина. Повторяют роли, наносят последние штрихи, настраиваются на выход к зрителю, пусть и не знающему татарского языка. Но в том, что их обязательно поймут, артисты не сомневаются. Ведь для того, чтобы донести чувства, переводчик не требуется. Пока актеры собираются на сцену, в зрительном зале все меньше пустых мест. На помостках Одеона все готово, чтобы начать представление. И свет, и звук, и декорации. С первых же секунд зрители окунаются в мир театра. Произведение о женском одиночестве, о смысле жизни. Героиню, которая находится в вечном поиске, играет Люция Хамитова. Этот спектакль очень атмосферный, и
естественно, зритель, он сразу же входит в эту атмосферу. Вот какое-то волшебное действие. Как найти счастье и гармонию в суете жизни? Эти вопросы волнуют каждого, вне зависимости от того, где он живет. Румыны не исключение. Спектакль заканчивается овациями. Впервые в жизни, увидев татарский спектакль, зрители еще долго не расходятся. Несмотря на позднее время, делятся впечатлениями. Спектакль очень поэтичный. Актеры просто живут на сцене. В этом спектакле много чувств. Игра актеров другая, она отличается от румынских, этим и интересно. Мне очень понравилось. Помимо актерства, я увидел и выразительную пластику. Даже несмотря на то, что не понимаешь язык, я запомнила несколько слов. Среди зрителей и советник посольства России в Румынии Александр Васильев. Блестящая игра актеров, конечно, была заметна, да, собственно, и произведение великолепное, сильное. И постановка очень сильная. Я думаю, что не зря спектакль номинирован на «Золотую маску». Спектакль окончен, но гастроли продолжаются. Актеры ждет более тесное знакомство с историей Румынии. Интересные встречи, походы в театр и на выставке. И, конечно же, возможность увидеть ее историческое наследие. Не зря Румынию называют страной старинных замков и дворцов. Люция Анатольевна, Алмаз Заяддинов, ТНВ, Румыния. В продолжении выпуска информация о погоде, после чего на ТНВ вызов 112. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Он в 21:30. Всего вам доброго. Хочешь получить «Ладу»? За наличный расчет выгодно. Тогда тебе в автоцентр «Парус». Внимание! Центр народных художественных промыслов и ремесел, Палата ремесел Республики Татарстан объявляет открытый конкурс «Туристический сувенир Республики Татарстан-2019». Принимают участие все желающие. Заявки можно подать до 25 октября включительно. Вся информация на сайте tursouvenir16.ru. Внимание! В аптеках Фарбленд феноменальный кэшбэк 10%. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с Фарблендом. В октябре Datsun от 370 тысяч рублей. Зимняя резина и 50 тысяч на сервис в подарок. Если Datsun, то в марке 4 пятерки, 3 семерки. Приглашаем специалиста водохозяйственной отрасли на выставку и конгресс «Чистая вода» с 17 по 19 октября на Казанской ярмарке. Глобальное снижение цен в автоцентре «Марка» на Чуйкова. Новый Nissan Qashqai от 1 миллиона 120 тысяч рублей. Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Тизден. Болгар радиосының 7-ші милли музыкаль премиясын топшыру тантанасы. 14 декабрь. Пирамида. Билетлар сотуда. Лечение катаракты 19 900 рублей. Офтальмологическая клиника «Кюзлер». Телефон в Чистополе 4 75 80. Телефон в Вятских Полянах 6 42 42. Хочешь «Ладу» по программе «Трейд-ин»? Пожалуй, лучший трейд-ин в автоцентре «Парус». Болгар радиосы тәкъдим итә. 26 октябрь. Казан. Пирамида. Үткәннәр сагындыра. Здравствуйте! О погоде через минуту. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет пасмурно, возможны осадки в виде снега. Днем 5-6 градусов выше 0. На северо-востоке республики небо будет затянуто облаками. Пройдет мокрый снег. Днем до +7. На севере Татарстана аналогичная ситуация. 5-7 градусов выше 0. На северо-западе республики будет облачно и пройдут дожди с мокрым снегом. +9. На юго-западе Татарстана будет пасмурно. В Болгарах возможен дождь. 10-12 градусов выше 0. В центре Татарстана будет сыро, пасмурно, возможен снег. Днем не выше +8. Гиделикс – капли сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто
это у нас соберет все лайки. А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. И снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит. Возвращается легкость движений. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани погода нестабильна. Будет облачно, к вечеру возможен снег. Днем до плюс 11. Ветер умеренный до сильного. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха высокая. В магнитном поле Земли спокойно. Жилой комплекс «Грин» – это свежий воздух и речка рядом. Это 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе. Это квартиры в сданном и строящихся домах по выгодным ценам. Звоните в ЮИТ 233 03 03. Ваши дети растут, и ЖК «Грин» тоже. Трехкомнатная от 67 тысяч рублей за квадратный метр. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните в ЮИТ 233 03 03.